доклада называется «Прошлое Восточного Закамья и Приуралия. Свидетельство единства», как я сформулировал, «Свидетельство единства и общей истории народов их населяющих». Предыдущий докладчик тоже выступал, да, и до этого еще археологический период рассказывал Искандер Измайлов, да, Искандер. Все выступающие говорили, что это единое целое, действительно. Восточное Закамье и Приуралие представляют в этнокультурном историческом плане как это единая территория, где происходили очень схожие, единые практически этнокультурные процессы, длительный исторический период. Поэтому нельзя отрывать, отдельно рассматривать этнокультурные процессы, я как этнолог говорю, Восточное Закамье от Приуралия. Говоря современным языком, это Восточный Татарстан и Западный Башкортостан. Это единая зона таким образом. Для историков, для нас, этнологов, тоже основной источник для изучения этнических процессов, кроме других источников, естественно, является статистика, ревизские сказки и так далее. И в советское время это переписи населения. И, естественно, другие тоже источники есть, но важнейшим источником являются, прежде всего, статистические источники, которые проводило государство. Но надо сказать, что государство, когда проводило, начиная от Петра и кончая сегодняшним днем, они конкретные цели ставили во время переписи. Конкретно переписи были там разные, подушные. В сословный период феодальное общество, конечно, ставило изучить, какой сословный состав населения. Прежде всего, им не важно было в 17 веке или в 18 веке, начале 19 века изучать какие там особенности языковые, этнокультурные особенности населения этой зоны. Им важно было сословный состав, и поэтому для того, чтобы облагать налогами и так далее. Но с образованием республик Татарстана и Башкортостана, естественно, этнический аспект стал одним из самых решающих, скажем, во время переписи населения. Эта граница между Башкортостаном и Татарстаном по реке Ик и по реке Сюнь, можно сказать, это условная, и там по западному берегу, на территории Татарстана современного Башкортостана живут одни и те же люди, представляющие одни этнокультурные языковые характеристики. Но в первой же перепись, то, что было сказано в советский период, до 1926 года, в Татарстане, там никаких проблем нет, учитывают как татар, но в Башкортостане, начиная с 1926 года, мы анализируем, видим, что в Западной Башкирии там в основном татары. Потом уже мы видим, что государство манипулирует, исходя из каких-то своих политических, конъюнктурных соображений, данными переписи. Я уж очень коротко скажу, это было и в советское время, в 1979 году, но в позднее советское время, перестроечное время, когда государство меньше всего вмешалось, эту манипуляцию с цифрами не видим. Но касательно Башкирии, в 1989 году произошло довольно существенное увеличение татар и уменьшение башкир. Это все статистику более-менее хорошо знаете. Потом грянула перестройка, постсоветское время, суверенизация и так далее. И первая перепись населения, уже постсоветскую, в российской истории показала, что татар в Башкирии стало на 130 тысяч ровно, ни на одного больше, ни меньше, по сравнению с переписью населения 1989 года. А башкир за это же время стало больше, татар меньше стало на 130 тысяч, а башкир стало больше на 357 тысяч. И я анализировал данные естественного движения населения, миграционного движения. Татар должно было где-то быть на 130, плюс 130 и плюс еще где-то около 100, 90 с чем-то тысяч. То есть татары по переписи 2002 года не досчитались где-то 220-230 тысяч человек. Я уже очень тезисно говорю. Потом следующая перепись 2010 года, накануне переписи, буквально за 2 месяца до переписи у нас смена власти произошла, хотя риторика шла, это уже что пропагандистская эта кампания шла, как и сейчас в эту перепись, накануне этой переписи шла,
Тем не менее, итоги переписи фиксируют, что изменение этнического состава населения Башкирии. Башкир стало по сравнению с 2002 годом где-то на 50 тысяч меньше, татар стало где-то на 20 тысяч больше. Я так округляю, больше стало. Но это тоже свидетельствует о том, что это не объективные этногеографические процессы, а, как бы, скажем так, определенная манипуляция с цифрами. Но вот сейчас вы сами наблюдаете, накануне этой переписи, очень, ну, я уж занимаюсь переписью где-то плотно уже с 1989 года, переписи не только статистикой, цифры изучаю, а именно как бы общественные дебаты, вот это всю как бы общественные дискуссии, вот это противостояние общественности, начиная с 1989 года, 2002 года, это очень, вот нынешнее противостояние, скажем так, напряженность, скажем так, не сравнится ни с переписью 1989 года, ни с советскими переписями, ни 2002 года, настолько уже обстановка очень сильно накалена. Я не буду там как бы приводить какие-то цифры, цитаты, вы сами это видите, у всех есть интернет, общественные социальные сети и так далее. Вот. И безусловно, это, конечно, отражается на, скажем так, не только, скажем, среди активистов, ну, в этот процесс вовлекается очень много людей. Вот. Я в последнее время анализирую цифры, насколько эта манипуляция произошла. Вот. Если сравнить, манипуляция была в 2002 году, вот, сравнить этнический состав, да, населения и состав по родным языкам, то получается, что в 2002 году родным языком посчитали в 2002 году 1/3 населения Башкортостана посчитала своим родным языком татарский. А что такое родной язык? Вот, это не владение языком. Владение языком у нас меньше, да, действительно. Оказывается, мы это этнологи много раз изучали, когда человек отвечает, какой у вас родной язык, он, как бы, это второй признак его этничности. Он еще раз об этом говорит с вами. То есть он может не владеть родным языком, но когда спрашивают у него, вот особенно городских, там башкир, татар и других, он автоматически отвечает, что у него родной язык татарский или башкирский. Вот. И по этим данным 1/3 населения, скажем так, Башкирии сказала, что выявила, что у них родной язык татарский. И при этом, вот 32%, и при этом 16,5% только родным языком посчитали башкирский язык. Это о многом говорит. Ну, я уж не буду приводить цифры и дальше, вот, по владению, из-за того, что у меня времени не так много. Вот. В последнее время я микропереписи изучаю. Микропереписи 1994 года и 2015 года, вот, в октябре 2015 года было проведено. Поразительно, что данные и по этническому составу, и по языкам владения, и родным языкам похожи и в 2015 году, и в 1994 году с итогами 1989 года. И, естественно, не похожи с 2010 году, и совсем-совсем не похожи с 2002 годом. Это еще раз свидетельствует о том, что цифры как бы немножко субъективные. Не то, что немножко, а сильно субъективные 2002-2010 года. Сейчас как будет, я не знаю. Вот. Ну, я сказал уже, обстановка накаляется с каждым днем, и вот вы сами видите, и даже вовлекается вот это вот противостояние официальные лица и телевидение. Это, конечно, я считаю, что это не очень нормально. Вот. Надо каким-то образом нам, экспертам, ученым, надо на это реагировать, потому что это играет не на пользу ни башкирскому народу, ни татарскому народу. В конце концов, может возникнуть, потому что вовлекается очень широкое, большое количество людей, может вырасти из этого нечто более плохое, скажем так. Хотя это я сам, выходя из северо-западной Башкирии, с Чекмагурского района, вижу, что в народе никаких проблем нету. То, что вот поднимают вот эти общественники и так далее, нагнетает страсти. Надо сказать, что это не только башкирские общественники, и с нашей стороны, со стороны татар тоже есть, которые как бы нагнетают, можно сказать, даже истерию ненужную.
Вот. И мы, эксперты, должны в данной ситуации каким-то образом предлагать меры, чтобы снять напряженность. Вот я сам как бы тоже призвал бы и ученых, и руководство Татарстана и Башкортостана каким-то образом повлиять на это дело и скажем так, немножко отвлечь общественность, и в том числе вот этих ангажированных ученых, историков прежде всего, от вот этого вот ненужного противостояния, предложив им позитивную альтернативу. Вот, например, в 2010 году, когда к нам пришел к власти Хамитов, он первым делом, скажем так, позволил транслировать на территории Башкирии ТНВ. Это, конечно, татары восприняли хорошо, позитивно. И Хабиров тоже, как он пришел, был назначен в 2018 году, весной 2019 года уже был открыт памятник Габдулла Тукаю. Это воспринялось очень татарской общественностью Башкортостана очень позитивно. В этом году, то есть в 2020 году уже в августе в Казани Мустафе Кариму памятник тоже был отстроен. Безусловно, это из как бы позитивной повестки. Вот. Мне кажется, в данной ситуации мы должны, ученые как бы должны обменяться, наши башкирские ученые должны поехать в Казань, ваши ученые, казанские ученые должны приехать, не только ученые, обмен должен быть и среди культурных работников и так далее. Вот среди бизнеса у нас очень большой потенциал используется Татарстана и Башкортостана, сотрудничество в области бизнеса, об этом уже было сказано. Вот. Каким-то образом отвлечь людей вот этого ненужного противостояния. Вот. Ну и очень много других мер, которые позволили бы вот это, снять напряженность. Вот. Может быть, в каком-то другом составе нам надо будет предложить совместным каким-то заявлением ученых Башкортостана и Татарстана выступить, чтобы, скажем так, быть примером вот в этом налаживании наших конструктивных отношений. Спасибо очень так в тезисной форме. Сұрауға бар ма, өтініш қысқа форматта.